Якутский хлебокомбинат продолжает работу. Немного снизились объемы производства и количество сотрудников, а также усилены меры по дезинфекции и профилактике вирусных заболеваний. Подробности у Юрия Осипова. Правительством республики Якутский хлебокомбинат включен в число стратегических предприятий. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. Меры его поддержки, в части по особенности по возмещению ряда транспортных расходов, они включены у нас в перечень мероприятий по поддержке системообразующих предприятий республики. И сейчас рассматриваются еще дополнительные меры для того, чтобы вот эта кризисная ситуация она прошла для хлебозавода с минимальными потерями. На Якутском хлебокомбинате работает около 450 человек, но в связи с ограничительными мерами количество работников в смене сократилось. Так, днем здесь трудятся 118 сотрудников, а ночью 71. Также немного уменьшились объемы производства. Из 900 точек, в которых реализовывали продукцию комбината, теперь работают более 750. Продажи, если брать, конечно, у нас вот мелкоштучные изделия по разным ассортиментам немного они упали, но в той связи, что у нас вот наши потребители, это вот дети, студенты, они сидят по домам, да. Но сейчас у нас работает доставка, сказать, по отношению наших тортовых изделий, потому что торты это, это праздник, это хождение по гостям, да. Там мы тоже немного там чувствуем, что там у нас снижение объемов идем, но мы работаем. На этой неделе хлебокомбинат также начал производство праздничных куличей грядущей Пасхи. К концу недели запланирована выпечка 19 тонн куличей. За 2 дня из этого объема уже приготовлено почти 2 тонны. В этом году у нас есть куличи, прошедшие шоковую заморозку, которые продляют именно сроки годности, сохраняют свежесть продукта. И так как в связи с паводками мы на ту сторону возить куличи не можем, поэтому мы предварительно пекли куличи и отправляли, пока была возможность не закрыта переправа, мы отправляли куличи на ту сторону. На комбинате также усилены и профилактические меры по противодействию распространению инфекционных заболеваний. Все сотрудники перед входом на территорию проходят медицинский контроль. Также увеличена частота проведения санитарных обработок. По недопущению коронавирусной инфекции по предписанию Роспотребнадзора мы усилили дезинфекционный режим. И при входе в организацию у работников измеряем температуру тела термометром. И чтобы не допустить передачу патогенных микроорганизмов, они обрабатывают руки антисептиком. Только после этого они проходят контрольно-пропускной пункт. По сообщению руководства комбината, на сегодняшний день функционированию производства ничто не угрожает. Завод обеспечен запасами муки вплоть до августа. Также на подходе новая партия, которая позволит бесперебойно работать еще до октября. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск.